Наш эфирный отчет-брифинг о топливном обеспечении в Якутии. Предлагаем послушать. Сегодня по состоянию на 12 августа порядок отпуска топлива на автозаправочных станциях республики действует следующим образом. В сети «Паритет» бензин реализуется исключительно по топливным картам в рамках заключенных контрактов. Дизельное топливо при этом отпускается без ограничений. Для участников специальной военной операции топливо по картам также доступно в полном объеме. В компании «Сибойл» по бензину АИД-92 через приложение действует лимит 20 литров. По топливным картам лимитов нет. Бензин АИ-95 реализуется только по картам. Дизельное топливо доступно без ограничений. Однако через предложение установлен лимит 500 литров. Саханефтегазбыт с 11 августа увеличен суточный лимит на Томодской нефтебазе. Теперь это 25 тонн АИ-92, 40 тонн АИ-95 и 45 тонн дизельного топлива. На Нижнебестяжской нефтебазе суточный лимит на дизельное топливо снят полностью. При этом сохраняется ограничение по объему одной заправки от 50 до 200 литров в бак автотранспортного средства. Отпуск в тары канистры запрещен. Также запущен отпуск топлива по QR-кодам на 3 станциях. Это Алдан и Нерюнгли. На Ленском, Якутской, Нюрбинской, Алекминской, Хандыкской и Эликанской нефтебазах действуют отдельные ограничения по бензину от 20 до 30 литров, по дизельному топливу от 50 до 200 литров, в зависимости от заправочной станции. В компании «Сервис Ойл» 6 августа возобновлен свободная реализация дизельного топлива на всех станциях. Бензин отпускается в рамках заключенных государственных контрактов. Акционерное общество «Туймада нефть» бензин АИ-95 также реализуется только по топливным картам. 6 августа дизельное топливо для юридических лиц возобновлен отпуск по топливным картам без ограничений. Бензин АИ-92 реализуется за наличный и безналичный расчет с лимитом 20 литров. Уважаемые жители, прошу вас учитывать эти ограничения при планировании поездок и заправок. Мониторинг топливной ситуации проводится ежедневно, и обо всех изменениях будет информироваться дополнительно. Далее в эфире новости, в студии Дарья Короленкова. Здравствуйте. В начале короткая тема к этому часу. В Якутске открылся проектный офис президентского фонда культурных инициатив. Новая площадка обеспечит системную поддержку авторов и творческих команд. Нюрбинский филиал ГУП ЖКХ Республики завершил завоз топлива. К новому отопительному сезону доставлено 1500 тонн газового конденсата. В Якутске предоставляется бесплатное обучение вождению для людей с инвалидностью, в том числе для ветеранов СВО. Глава Якутии Арсений Николаев провел заседание Координационного совета по обеспечению правопорядка. Ключевыми темами стали безопасность на предстоящих выборах в Госдуму и профилактика вовлечения молодежи в преступные схемы, включая незаконные финансовые операции. Для проведения голосования в республике подготовлено 784 постоянных и 16 временных избирательных участков. В части работы с несовершеннолетними Николаев поручил усилить профилактику во всех образовательных звеньях от школ до вузов. Также в ходе заседания глава отметил возвращение к обязанностям начальника УФСИН Якутии Сергея Калиновского, который вернулся со службы в зоне СВО и представлен к государственной награде. В Якутске открылся проектный офис президентского фонда культурных инициатив. Новая площадка призвана обеспечить системную поддержку авторов и творческих команд, которые реализуют свои проекты в сфере креативной экономики. Проектный офис разместился на базе «Квартал труда». Сотрудники уже прошли обучение с дальнейшим повышением квалификации. То есть это такая точка для встреч команд между собой, потому что часто команды делают разные части одного проекта, а здесь в коллаборации вместе они могут выйти на новое качество проекта. И вот здесь вот пообщаться, поговорить, подумать, куда и как они могут податься для того, чтобы получить поддержку. Потому что сейчас и у президентского фонда культурных инициатив эта поддержка расширяется. Теперь мы поддерживаем и музыкальные проекты еще, и у нас коллеги есть, которые также поддерживают проекты, здесь тоже смогут подсказать, куда.
Причем наш регион действительно может похвастаться результатами в конкурсах ПФКИ. За весь период сотрудничества от республики было подано более 200 заявок, 140 из которых получили солидную поддержку. А по итогам 2 конкурсов этого года республика и вовсе стала лидером Дальнего Востока. По словам главы республики Асена Николаева, сейчас после подписания соглашения и открытия проектного офиса необходимо сконцентрироваться на целевых аудиториях и работать напрямую с муниципалитетами. Сейчас наша задача, чтобы эти проекты становились уже качественно другими. Мы должны выходить на другой уровень, мы должны, как Роман Владимирович правильно сказал, больше охватывать наши районы. Мы должны работать по целевым аудиториям, таким как ветераны специальной военной операции. Мы, конечно же, должны добиваться того, чтобы президентский фонд культурных инициатив после рассмотрения наших проектов уже мог поддерживать некоторые наши более глобальные проекты, которые, на мой взгляд, могут быть реализованы, в том числе с помощью фонда. Правительство утвердило план реализации стратегии демографической политики Дальнего Востока на 2026-2030 годы. Программа включает более 60 мероприятий, направленных на повышение рождаемости, поддержку семей и привлечение в регион молодых специалистов. Среди ключевых мер – сохранение льготной ипотеки и демографических выплат, развитие программ «Земский доктор» и «Земский учитель», а также масштабная модернизация здравоохранения и создание 40 образовательных кластеров. Кроме того, план предусматривает реализацию мастер-планов городов и благоустройство территорий для улучшения качества жизни дальневосточников. Нюрбинский филиал ГУП ЖКХ Республики завершил завоз топлива к новому отопительному сезону. Доставлено 1500 тонн газового конденсата и более 45 тысяч тонн угля, из них 2000 тонн Малыкайский куст. На данный момент план по капитальному ремонту на сумму 48 миллионов рублей выполнен наполовину. Параллельно технический персонал проводит ревизию и обслуживание котлового и насосного оборудования, а также ведет работы по реконструкции водопроводных сетей. На сегодня мы где-то порядка 50% работ уже завершили. На стадии завершения тоже оборудование. Должны заменить 7 единиц котлов. Все котлы доставлены до объектов. И до начала отопительного сезона все работы по плану должны завершиться. В этом году мы входим в сезон с 32 котельными. Одна из них на жидком топливе, это котельная «Квартал Энергетик». И сейчас уже порядка, 1 месяц остался практически до начала отопительного сезона, поэтому работы у нас ведутся уже в ускоренном темпе. В Якутске предоставляется бесплатное обучение вождению для людей с инвалидностью, в том числе для ветеранов СВО. Так, в столичную автошколу в рамках проекта «Открытая дорога» заявление на получение водительских прав подали 20 участников спецоперации. Обучение проходит в течение 3-4 месяцев. Оно учитывает индивидуальные особенности участников СВО и включает теоретическую, которую можно пройти заочно, и практическую части. Последние автомобили оборудованы ручным управлением и адаптированы для людей с ограниченными возможностями. Мы работаем с 2022 года, и мы в это время обучили людей с инвалидностью около 30 человек. Именно бесплатно обучаем. За счет своих средств или за счет средств спонсоров. У нас можно получить категории А и В в нашей автошколе. Обучаются нормально. В основном самые быстрые проходят за 3 месяца и получают уже водительское удостоверение. И, бывает, да, некоторые уходят в отпуск, и получается у них уже 4, 5, 6 месяцев. 3 единицы техники и партия гуманитарной помощи. Очередной большегрузный автомобиль готовится к отправке дополнительного оснащения в зону СВО. Республиканский оперативный штаб продолжает свою работу по плановому обеспечению военнослужащих из Якутии, задействованных в спецоперации. С начала года силами штаба выполнено 39 рейсов по перевозке ценного груза. На передовую уже доставили более 100 единиц техники, а также 190 тонн гуманитарной помощи и адресных посылок.
В целом, с начала 2026 года силами оперативного штаба уже выполнено порядка 39 рейсов по перевозке гуманитарных грузов, перевезено более 110 единиц транспортных средств, а кроме того, доставлено порядка 190 тонн наземных перевозок гуманитарной помощи и адресных посылок. Работа по дополнительному обеспечению у участников специальной военной операции продолжается. Сотни тысяч мальков краснокнижного осетра выпустили в среднем течении реки Лены в Якутии. Мероприятие прошло в рамках программы «Биоразнообразие». Так, среди предприятий, принявших участие в зарыблении, была и компания «Саханефть», для которой это не первый экологический проект. Тему продолжат наши коллеги. Река Лена – единственный водный объект в России, где официально разрешен ограниченный вылов осетра. А ведь это краснокнижный вид рыбы. В Якутии он сохраняется в том числе за счет вклада промышленных компаний, которые выращивают и выпускают в реку осетровые личинки. Так, на неделе в среднем течении Лены, неподалеку от села Улахан-Ан, предприятия выпустили около 200 тысяч мальков. Осетра выпустили уже большую часть совместно с детьми, общественностью района. Очень такое хорошее, доброе мероприятие получилось. Будем надеяться, что вся рыба приживется, как говорится, и сама даст свое потомство. Исследования показывают, выращенные мальки обладают высокой жизнеспособностью, что увеличивает их шансы на адаптацию и выживание в естественной среде. При благоприятных условиях через 14-20 лет их размер достигнет до 100 сантиметров в длину и наберет до 15 килограмм веса. Так, одна только компания «Саханефть» за раз выпустила в реку более 15 тысяч особей. Саханефть ежегодно занимается выпуском молоди рыбы в различные водоемы республики. За последние 3 года компания выпустила порядка 600 тысяч мальков в Пеледе, Вилюйское водохранилище в Мирнинском районе. Так компания поддерживает экологические проекты, начиная от сбора макулатуры до сохранения редких видов животных. И занимается этим компания весьма успешно. Вклад Саханефти в природоохранные мероприятия высоко оценивают и в Министерстве экологии республики. Они курируют у нас помимо, так скажем, зарыбления, занимаются и бизонами. Одно из направлений на территории Алекпинского, Сунтарского районов. Один бизонарий построен, по сути, за счет средств Саханефти, Иркутской нефтяной компании. И они, по сути, финансируют их содержание. В компании подчеркивают, сохранение биоразнообразия республики – их приоритетное направление работы. И это доказывают показатели. На счету Саханефти более 1,5 миллиона высаженных деревьев, множество инициатив по сортировке отходов, те же бизоны и теперь краснокнижный осетр. Власий Сергеев, Саргалана Неустроева, Виктор Дьячковский, Улахан-Ан. К этому часу это все актуальные новости. Еще больше новостей смотрите на нашем сайте телеканала. До встречи в эфире.